Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В 2023 году исполняется 100 лет со дня образования контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации. История становления контрольно-ревизионной службы в Якутии берет свое начало с даты создания контрольно-бухгалтерского управления Народного комиссариата финансов Якутской ССР, созданного в ноябре 1923 года. Наша гостья в студии Варвара Иванова, заместитель министра финансов Республики. Варвара Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в самом начале поздравляем вас с таким юбилеем большим вашего ведомства. И хотелось бы начать с истории создания контрольно-ревизионных органов Министерства финансов России. Здравствуйте, Валерия, еще раз. Действительно, в этом году у нас вся страна отмечает столетний юбилей контрольно-ревизионной службы Министерства финансов Российской Федерации. Это у нас в составе Наркомфина 23 октября 1923 года было создано контрольно-ревизионное управление. За все годы, столетия, действительно, были разные наименования, но при этом цель всегда преследовалась одна и та же – это контроль за расходованием государственных средств. Вообще во все времена государственности этот контроль все равно является очень актуальным. Если даже говорить о том, что действительно официально мы отмечаем столетний юбилей, но на самом деле история государственного финансового контроля в Российской Федерации берет начало еще раньше, 16 века. Это когда был создан счетный приказ. То есть во все времена, когда у нас существует государство, естественно, у нас казна, и за этой казной, естественно, нужно контролировать. И можно сказать, что за 100 лет в составе Министерства финансов Российской Федерации существовал контрольный орган, но потом, конечно же, в соответствии с государственным устройством претерпело изменения. Это у нас, если в советское время это была у нас единая система финансов и, соответственно, контроля тоже, единая была система, то когда уже в годы перестройки, когда у нас были отданы полномочия субъектам, были созданы на базе субъектов органы государственного финансового контроля. Также у нас государственное устройство федеративного государства, оно у нас имеет такую структуру, что это федеральный, субъектовый и муниципальный. И, соответственно, на каждом уровне у нас существуют органы контроля. Но официальная дата у вас в октябре этого года, но все праздничные мероприятия распланированы на целый год, и он считается у вас юбилейным. Что именно вы подготовили в рамках этого года среди мероприятий? Юбилейные мероприятия у нас официально даже утверждены на федеральном уровне. Это у нас распоряжением правительства Российской Федерации в декабре у нас вышло, а также в каждом субъекте тоже свой план. Соответственно, мы утвердили свой план, и прежде всего мероприятия у нас посвящены именно просветительской теме. Это работа со школьниками, со студентами, с муниципалами. Вообще цель такая, чтобы именно подрастающему поколению объяснить вообще, что это такое, какая-то работа. Многие дети у нас, оказывается, не знают. С этой целью мы выходим в школы, проводим мероприятия со студентами, а также у нас основные мероприятия, это у нас будет конкурс. Объявлен у нас конкурс видеороликов среди школьников, среди студентов, а также среди органов муниципального финансового контроля. Также у нас будет проводиться деловая игра среди контролеров, ревизоров в виде стратегической сессии на базе Высшей школы инновационного менеджмента.
Ну, своими мероприятиями вы решили охватить всех от мала до велика и проводите это все не в такой банальной форме, а с играми, и как-то заинтересовывать молодое поколение, это прекрасно. За всю вековую историю создания вашего ведомства, какие прямо самые глобальные изменения вы можете отметить? Глобальные изменения, конечно, связаны у нас с развитием вообще государственного устройства, а также с развитием нормативно-правовой базы. Да? Если раньше у нас была единая действительно система, и, естественно, все связано с цифровизацией. Да? Конечно же, если раньше у нас ревизор приходил с одной ручкой или там с бумагой, да, соответственно, сейчас нынешний ревизор использует все возможности информационных технологий. У нас есть доступ к информационным многим базам. Во многом это очень помогает. И самым переломным, конечно, является это у нас принятие актуальных, самых глобальных у нас законов. Это прежде всего бюджетный кодекс. Да? Все мы знаем, что в этом году исполняется 25 лет со дня принятия бюджетного кодекса, который именно заложил основу именно регулирования в сфере бюджетного законодательства, в сфере использования государственных средств. А также самым основным моментом можно сказать, что это также внедрение 44-го закона, это закона о контрактной системе. Да? Все мы работаем в этой системе, то есть начиная от планирования закупок до завершения контрактов, мы работаем в этой системе, и, соответственно, появился совершенно новый вид контроля в сфере закупок. Этим тоже занимаемся мы, и, соответственно, за 100 лет, конечно, контроль претерпел значительные изменения. Да, действительно. Ну а как организована работа по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля? Ну, внутренний государственный финансовый контроль у нас, как я уже сказала, у нас разделен, да, у нас в субъекте Российской Федерации, у нас в Республике Саха-Якутия возложен на Министерство финансов Республики Саха-Якутия. На федеральном уровне у нас занимается Управление федерального казначейства, и, соответственно, организована, прежде всего, действительно, у нас нормативно-правовая база налажена, это федеральные стандарты, на основе которых мы действуем. Также можно сказать, что у нас действительно республика очень уникальная, да, как вы знаете, что у нас территориальные особенности, и контроль, конечно, тоже связан с тем, что мы должны выходить на те объекты, которые находятся в любом уголке нашей республики. Это наши особенности. В принципе, организовано у нас очень хорошо. Да, работа, конечно, у нас связана с командировками. Но в будущем, надеемся, с развитием вообще информатизации, развитием внедрения интернета во всех уголках, мы в будущем, конечно, постепенно будем сокращать наши командировки. А каким образом республика участвует в нормотворчестве государственного финансового контроля? В нормотворчестве в сфере государственного финансового контроля республика действительно очень активно участвует. Да? С введением бюджетного кодекса, уже 25 лет уже бюджетному кодексу, да, и с тех пор, конечно, очень много изменений в него, да, и, соответственно, а также Минфин России уделяет как регулятор очень много внимания, да, и, соответственно, создана рабочая группа при Минфине Российской Федерации, и Министерство финансов Республики Саха-Якутия является активным членом этой рабочей группы. Уже 10 лет как работает, в этом году тоже юбилей этой рабочей группы. Благодаря работе рабочей группы действительно принято очень много нормативно-правовых актов. Это прежде всего единые стандарты осуществления внутреннего государственного финансового контроля, которые действуют по всей стране на всех уровнях публичного А что насчет работы по поводу Министерства по предупреждению нарушений? Но действительно работа по предупреждению нарушений является нашей основной задачей. Эту задачу ставит тоже глава Айсен Сергеевич Николаев. И действительно предупредительная работа у нас проводится на постоянной основе. Это
проведения и семинаров. Кроме того, всевозможные участвуем даже. Мы контролируем, мы не только выявить и нарушить, да, то есть наказать. Мы ни в коем случае не карательный орган, мы отслеживаем до того, следим, чтобы после того, как мы проверили, вынесли там какой-то документ, чтобы устранили работу, да, и прежде всего это распространение этой практики, да, то есть если мы в одном учреждении нашли, мы путем проведения семинаров, обзорных писем доводим до каждого министерства, до каждого другого муниципального образования, чтобы предотвратить. И, в принципе, потребность очень большая. К нам министерство в последнее время стали подавать заявки, чтобы мы проводили семинары точечно для какой-то определенной отрасли. А какие актуальные задачи стоят перед органами финансового контроля на сегодняшний день? Перед органами финансового контроля задачи стоят прежде всего, да, как я уже сказала, это работа по предупреждению. То есть мы должны выявлять риски, да, и, соответственно, чтобы своевременно эти риски выявлять и довести до каждого получателя, чтобы именно предотвратить, прежде чем использовать, да, то есть это должен быть он своевременный контроль, да, точечный должен быть, и это невозможно без развития именно цифровых технологий. Да. У нас в целом в будущем планируется внедрение смарт-контроля. Да, то есть это контрольная ревизионная работа будет проводиться незаметно путем именно отслеживания, мониторинга. Это будет упор, и это, конечно, невозможно без развития тоже информационных технологий, без цифровизации. Будет целая программа будет работать у нас в Российской Федерации. Варвара Петровна, у нас осталось совсем немного времени, но не могу вас не спросить, кого из ветеранов, профессионалов своего дела вы бы хотели отметить сегодня? Действительно, без наших ветеранов, без наших людей, да, невозможно осуществление в любой деятельности. Да. И прежде всего хотелось бы, конечно, пользуясь моментом, назвать имена, которые стояли во главе становления контрольно-ревизионных органов. Это хотелось бы назвать Попов Егор Леонтьевич, Кобяков Тимофей Михайлович, Охлопков Иван Федорович, Кулакова Людмила Михайловна, Идиатулин Амир Максимович, Антипина Нелли Семеновна, Капасовская Татьяна Васильевна, Тепляков Петр Прокопьевич. И также у нас в республике за все время, да, действительно разные формы принимали органы государственного финансового контроля. Это у нас и Росфинанзор работал, это у нас Тимощенко Алексей Кузьмич, Тихонов Николай Николаевич, Федорова Зинаида Степановна и мой наставник Васильева Марьяна Семеновна. Также Давыдова Стамира Егоровна. Всех, конечно, не перечислить. Действительно, всех не перечислите. Ветеранов большое количество, но всех их поздравляем, и вас в том числе, и ваше ведомство. Спасибо большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Я вас благодарю. Спасибо. Ну, я напоминаю, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.